Сегодня на площадь их привела общая боль, одна на всех. О том, что думают эти люди о событиях 4 декабря и о тех, кто поддерживает террористов, можно было прочитать на плакатах. Желания жителей простые – мирное небо и покой. За тех, кого уже нет с нами, говорили родные. На трибуне и в толпе родственники погибших сотрудников полиции, которые мужественно отразили нападение террористов. Общественность, правозащитники, чиновники и просто жители региона сегодня осудили тех, кто 4 декабря нарушил покой мирных граждан и принес горе всему чеченскому народу. صديق هردارك مخ خوش هر انتي هر بلك انتي هر بيلق نانوي تأربر قيدات ايتا عنوش مارشويلش اترمزان نا استيخل يسن خايق مقردات ارتيويد ستعبيك انت واتريك انت شيق دلغودة اترمزان يخيدا واتين إذا الخلة تنيو خاور سقي إيتريجي واترمزان غودة مهو إردات شي عاجلي وتسعالي رواتر مصد وجدال ها يعمل غير رمزان غميل ديشول كان توت وجدال وزبيوت شمبال يخلرويل مصد دال شويل. Боль потери не утихнет в сердцах всего народа. Сегодня вспоминали самоотверженность и решимость сотрудников правоохранительных органов, защищавших республику. Здесь звучали аплодисменты в поддержку выступающих, а глаза многих в течение всего митинга не высыхали от слез. Сынов этим матерям не вернуть, но предотвратить еще одну такую трагедию можно. Жители требуют привлечь к ответственности всех, кто помогал террористам или просто скрывал информацию, зная, что будет пролита кровь невинных людей. Наказать, чтобы больше никому и в голову не пришло, также молчать и наблюдать со стороны, как воплощается злой умысел бандитов. От нас требуют принятия законов, чтобы выдворять из республики этих людей. Некоторые требуют ужесточения наказания за круговую поруку. Сын приходит, убивает другого, родителя сына, а отец, который знает, что его сын пошел убивать других людей, молчит, как будто он не знает. И этим тоже помогали. А мы молчим. Здесь правильно старцы говорят, как это так? Против них ничего не принимаем. Как это сакантверин, Лакшина, Каляпин. Что они делают? Алексеева в Москве сидят. Они всегда защищают почему-то права террористов. Неудивительно нам. Ни разу не было так, даже на последней их конференции, пресс-конференции, чтобы они о погибших наших ребят, вот их портреты, хотя бы слово они сказали, хотя бы слова сочувствия одному родителю пофамильно сказали. Нет, они это не говорят. Каляпины фашисты, Черкасовы, Алексеевы, Лакшины фашисты. Почему? Потому что они поддерживают фашистов. А фашисты кто? Кто наших ребят убивал? Благодаря мужеству чеченскому МВД, благодаря мобильному мужеству, организованности нашего главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова, от этой мечети до дома печати 20-й школы погибли только милиционеры. Они на себя приняли удар. Так называемым правозащитным организациям, например, во главе с Каляпиным и вторившим им комитетом пыток, которые открыто поддерживают террористов, нет места в нашей стране. Они лишь дестабилизируют обстановку, но никак не защищают права мирных граждан. Общественность сегодня требует полной ликвидации подобных прозападных организаций в России. Так не будет, не может продолжаться. Есть закон, есть правительство, есть глава республики, есть верховный главнокомандующий Российской Федерации. Мы обращаемся к народу и верховному главнокомандующему оградить от нечисти, от ненужных нам элементов, которые приезжают, помогают террористам. Выступавших с трибуны поддерживали все собравшиеся. На вопрос, почему пришли сегодня, ответ был один – мирные жители за мир, свободу и покой. Чтобы сказать, советы некоторых правозащитников уж точно не нужны чеченскому народу, который пережил 2 военные кампании. Глава республики сумел искоренить зло на чеченской земле, и у него есть немало опыта в борьбе с проявлениями подобного рода. Мы пришли за мир, за Рамзана, за мир, за нашу родину. Хватит уже Россию теребить, раскачивать. Ну сколько можно уже? Вот такая большая держава, в конце концов, Чеченская республика является субъектом федерации. Пусть и все регионы будут защищены. Мы не хотим, чтобы у нас в Чеченской республике повторился 94-й год и 99-й год. Ни в одном регионе России. Мы не хотим войны ни в одном регионе России.
По зову сердца в сердце Чечни сегодня пришли тысячи неравнодушных жителей республики. Даже самое старшее поколение не могло остаться в стороне. Их сердца открыты для мира, как и у всех мусульман. أخ شيء حدا عشتول بركة سنة نيس خاصة ناقة ديتة ديتوش دين شو بيحكي بوش بولناخ أو دين شو بيحكي بوش بولناخ أصنع عليلوش روش إيرشونا ظلم اختار هو بوهانلش دخشوا نمتكشة نجاسن أخنا حدي أنك إسلام دلاح إسلام صديق خون بور دين شو أربيوش نابو إدل مصري بعندوش دين شو وقت سجوات إيش بعندوش. Глава республики совместно с силовыми структурами сегодня активно противостоит проявлениям терроризма и экстремизма, как и все жители Чечни, которые сегодня в один голос заявили: мы с Рамзаном Кадыровым, мы поддержим его и пойдем за ним, пусть только скажет. Благодаря мужеству и стойкости духа и патриотизма, мой первый президент, Ишенюха Болкенча, цара, они остановили развал России на юге России. Из-за бесспорной факту, никто с этим не спорит. Участники митинга сегодня также выступили с открытым обращением к главе республики и президенту страны. Путину они выразили слова признательности за решение проблем региона. Рамзану Кадырову сказали еще раз спасибо за внимание и заботу. Обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину от участников митинга родственников жертв, пострадавших от действий террористов Чеченской Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, в последние годы мобильные и эффективные действия российских силовых структур, руководящихся вашими прямыми приказами и установками, нанесли сокрушительный удар по международному терроризму в нашей стране. Особенно успешно эта борьба ведется на территории Чеченской Республики, где глава региона, герой России Рамзан Кадыров, местные правоохранительные органы при содействии федеральных структур свели фактически на нет всякое проявление террористических актов. Главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, вы превратили республику в один из самых безопасных регионов в мире, победили терроризм и добились значительного снижения преступности. Сегодня некоторые деструктивные силы руками бандитов и потворствующие им лже-правозащитников предпринимают попытки дестабилизации обстановки в республике. Но им этого не удастся, потому что мы верим в нашего национального лидера, президента страны Владимира Владимировича Путина, верим и доверяем нашей жизни вам, Рамзан Ахматович. Многотысячный митинг сегодня длился несколько часов. Всю республику объединили боль и желание вновь не быть втянутыми в трагические события, которые уже пришлось пережить. Многострадальный чеченский народ знает цену стабильности и мирной жизни. Алевтина Банадыкова, Зухра Патахова, Адам Чекуев, Хаваж Мунаев, Абубакар Абазов, Ивах Кантаев. Новости.